Все мои добрые пожелания. На этом видео я хочу показать, как восстановить сайт после взлома. Ну вот вы сейчас видите, у меня этот сайт вообще не грузится. Ну, короче говоря, его опять взломали. И даже если сейчас наберу wp-admin, все равно доступа нет. Что делать в этих случаях и как приготовиться вот к таким взломам и что нужно делать? Но самый надежный вариант, конечно, у вас должен быть бэкап сайта, то есть архив сайта. И мы сейчас восстановим наш сайт прямо с архива. Как это делается? Ну, конечно, надо будет пройти в админку хостинга. Итак, я зашел на свой хостинг, где размещается мой сайт. И вот я нашел свой домен в менеджере файлов, через менеджер файлов. Ну, в общем, мы идем теперь в каталог. Ну вот да, у меня сайт на WordPress. Тут, короче говоря, лишние файлы, которые не характерны для WordPress. Их я сюда не закачивал. Вот они, тут видно, что этот сайт взломан. Ну, понятно, короче говоря. Я хочу сразу сказать, что я не очень-то хорошо понимаю, как это все делается, в смысле, как взламываются сайты. Почему-то, ну, в общем-то, я не копался в теме, но научился сохранять сайты вот от такого взлома. Что нужно сделать? Давайте мы сейчас полностью сотрем все, что и находится в этой папке. Нужно удалить все файлы, но я лично все так делаю. Левой кнопкой мыши отмечаете верхнюю папку и нижнюю папку отмечаете точно так же левой кнопкой мыши, но с помощью кнопки Shift. Тогда у вас выделяются все файлы и жмем на кнопку удалить. Папка наша очистилась, и теперь туда закачиваем уже чистый наш сохраненный бэкап сайта через кнопочку «Закачать». Вот у меня архив сайта, он сохранен, чистый. И я его теперь загружаю в хостинг. В общем, ждем, пока закачивается наш файл. Ну вот, наш файл скоро загрузится полностью. И теперь zip-файл мы разархивируем в папку сайта. Убираем уже ненужный наш zip-файл. Так, теперь идем в базу данных. И в базе данных точно так же. Через админку удаляем старую базу данных, ибо она, возможно, заражена. И закачиваем через импорт, выбрать файл, ту чистую базу, которая у нас есть в компьютере. Закачиваем чистую базу данных. Жмем кнопку ОК. Ну вот наша база данных закачалась. Ну и теперь давай проверим. Ну вот фактически наш сайт заработал. Да, он заработал. Да, мы его восстановили полностью. И у меня тут картинки некоторые исчезли. Но они исчезли, я полагаю, потому что название картинок было на кириллице. А те, которые были на латинском, они остались. Вот картинки, они на латинском остались, а на кириллице они стерлись. В общем, мне надо будет их переправить на латинский, потом опять загрузить. И как нужно сохранять файлы
для такого восстановления. Давайте я покажу вам снова. Идем в менеджер файлов. В домены менеджер файлов, идем в наш каталог и просто точно так же выделяем все файлы левой кнопкой мыши и снизу через Shift и левой кнопкой мыши выделяются все файлы, и мы их скачиваем с помощью вот этой кнопочки скачать. Подождем, пока он загрузится на наш компьютер. Итак, файл закачался. Посмотрим в папке его. Переименуйте по названию сайта и где-нибудь у себя в компьютере специально откройте, создайте папку для хранения вот этих вот zip файлов. Дальше опять возвращаемся в базу данных, отмечаем базу данных и скачиваем теперь уже базу данных. Точно так же мы их поместим в отдельную папку для хранения. Это самое наше дорогое, то, что мы имеем от сайта. Без них вы не сможете восстановить в полном объеме то, что было ранее. Конечно, нужно будет позаботиться о том, чтобы сайты, то есть эти бэкапы делать периодически, ну, скажем, хотя бы в неделю один раз. Спасибо за внимание. С вами был Сиб Дейтом.